Татарский язык планируют пустить в массы. Из республиканского бюджета на развитие языка потратят практически 90 миллионов рублей. При этом продвигать его собираются среди татар, которые проживают за пределами Татарстана. Однако ученые и писатели убеждены, что татарский язык в самой республике требует поддержки. Где и как исполняется закон о двуязычии, расскажем в следующем сюжете. Для Татьяны Самыловой все языки равны. Она уверена, что и татарский не хуже других мировых языков. У нее дома звучат песни на татарском, да и внуки свободно разговаривают на языке тукая. У меня внучки очень хорошо по-русски, по-татарски на пятерке учатся. Вот одна закончила уже 9 классов, в медколледже учится, другая в 5 классе, одни пятерки, тоже по-татарскому. Вообще языки надо знать все равно, потому что мы здесь живем. Но такого мнения придерживаются не все. В Челнах даже среди самих татар немало тех, кто убежден, что знать татарский язык не обязательно. Не знаю, точно работает, насколько. В принципе, были одно время, очень сильно чувствовалось. Сейчас вроде уже не так. По желанию, я думаю, родителей и детей своих. Не так, чтобы насильственно было, а более так мягко. Заставлять ребенка, чтобы он учил татарский язык, а может я уеду с этого города. Вообще с Татарстана уедешь, и что ты будешь потом с этим татарским языком делать? Так иностранный, там еще английский, немецкий, он еще где-то пригождается, а татарский зачем вообще? У нас не отдельное государство какое-то. Надо, обязательно надо. Обучать это же Татарстан, и мы этим и отличаемся, что татарский язык, он здесь у нас. То есть, человек татарин, он все-таки, даже если русский, все равно немножко татарский должен знать. Будет правильно. Татарстан действительно не отдельное государство, и, по мнению ученых, пренебрежение национального или второго государственного языка связано как раз с этим. Закон о двуязычии исполняется плохо или вовсе игнорируется. Собственно, никто и не контролирует, чтобы он соблюдался. Чаще всего сейчас татарский язык звучит только дома, так сказать, на кухне. За последние 4 года по республике Татарстан закрыто 131 национальных школ. Мы придем тогда к исчезновению по государственной линии. И второе, естественно, каждый родитель должен нести ответственность, чувствовать ответственность за судьбу своего народа. На проблему иначе смотрят сами работники сферы образования. В школах и детских садах татарский и русский изучаются в одинаковых объемах. И, как говорят специалисты, методика изучения языка сейчас совершенно иная. Мы разъясним родителям то совершенство, которое сегодня есть в системе изучения татарского языка. То есть это разговорная речь, это не углубленное изучение татарского языка. Сейчас технологии совершенно новые. Свободно и, главное, с удовольствием. Все эти дети русские, но разговаривают на татарском. В детских садах и школах лучше всего и исполняется закон о двуязычии. В других сферах интерес к нему минимальный. И с этой проблемой как раз сталкиваются журналисты из татарской редакции новостей. Например, многим чиновникам или специалистам с татарским именем и фамилией проблематично дать комментарии на своем же родном языке. Альбина Минибаева, Лейсан Ханова и Дмитрий Рачеев. Для программы «Новости».